В Усть-Коломском и Кайгородском районах ждут положительных заключений Стройжилтехнадзора на новые дома для переселенцев. Объекты возводили в рамках федеральной программы переселения из аварийного жилья. Новоселья ждут те жители региона, чьи дома признаны аварийными до 2017 года. Виктория Палкина о темпах реализации масштабного переселения. Пятиэтажка в Уссогорске – одна из последних новостроек в Удырском районе. Когда-то это был советский недострой. В рамках программы переселения из аварийного жилья объект вернули к жизни. Получилось сэкономить и финансы, и время. Ведь не пришлось искать земельный участок под строительство и делать проект нового дома. Выполняли незавершенное строительство, которое было в годы советской власти не закончено, брошено, оставлено. Поэтому это и по Кослану, это по поселку Уссогорск. Порядка 120 квартир мы построили для того, чтобы они были востребованы. Там в настоящее время это жилье востребовано и очень хорошее. В программу переселения попали 4 населенных пункта Удырского района – Кослан, Большая Пучкама, Пыса и Благоево. Новоселье уже отпраздновали 198 человек. Точку в первом этапе федеральной программы на Удыре поставили. Работы эти завершили еще в 6 муниципалитетах – в Кнешпогосском районе, Печоре, Сосногорске, Усинске, Ухте и Сыктывкаре. А вот в Кайгородском районе выполнили лишь половину плана. Но в этом году ускорились. Не подвел подрядчик. К сдаче уже готовы 4 дома – в Подде и Койдине. Параллельно в муниципалитете начинают подготовительную работу по следующему этапу программы переселения из аварийного жилья. Кто будет переселяться, и мы должны собрать у них заявление с их, что они предлагают, какой способ переселения. Вы же знаете, что там несколько способов, они должны сейчас 100% выбрать. У нас это вот как раз активно идет, и мы уже определяем, что у нас получается вторичное жилье, что мы должны выкупить, что мы должны все-таки какие дома построить, в каких сельских населенных пунктах. В Усть-Коломском районе завершили строительство многоквартирного дома. Ключи должна получить 21 сельская семья. Сейчас ждут одобрения надзорных органов. До конца 2024-го в муниципалитете должны улучшить жилищные условия 89 семей. Причем это не только предоставление новых квартир, но и выплата компенсаций. Сейчас основная задача наша – это совершение процедуры заключения соглашений со всеми собственниками, которые выбрали в качестве способа получения денежной компенсации. У нас сегодня осталось 2 семьи, с которыми соглашение еще не заключено. Там есть юридические тонкости, где-то судебный порядок, где-то нам необходимо еще дополнительно с прокуратурой отработать. По всем остальным проблем нет. Сегодня в 7 районах Коми возводят 40 домов по программе переселения из аварийного жилья. Этот этап должны завершить до середины 2024 года. И только тогда республика сможет рассчитывать на федеральное финансирование и продолжение одной из самых востребованных программ. Виктория Палкина, Эдуард Фомичев, Павел Люленмин, телеканал Юрган.